Да. И мы автоматом, мы не бегали в родблок, чтобы забирать эти аппараты. У нас в оперблоке у входа они стояли. Мы это берем и заходили в операционную. Все новорожденные дети, А нуждающиеся в 29 респираторной какого терапии, числа? стабилизировались на месте до транспортировки в ОРТН или в ОВЗН. До 32 недель гестационного возраста угрожающее состояние плода, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты и мекониальные воды у нас обязательно на помощь идет неонатолог-реаниматолог. От 33 недель до 36 недель многоплодные беременности у нас на помощь идет родблоку или оперблоку неонатолог высокозависимого отделения. Мы так специально распределили, чтобы не была огромная нагрузка на врачей реанимации, не было как бы и мы распределили так их функции, чтобы они конкретно знали, и врач родзала и оперблока уже знает, если в родблок поступает 33 недели ребенок, а, беременная женщина, они уже автоматом звали неонатолога высокозависимый. Если там нету отслойки, угрожающего состояния плода, там или другие причины, которые угрожают жизни ребенка. Это все у нас распределено, уже знают у нас неонатологи, и уже как бы здесь не бывает у нас как споры, кто идет, кто не идет, как бы, и мы это распределили каждого своей функции работы. Вот палата стабилизация. Это то, что у нас седьмая палата в родильном блоке мы организовали. Они постоянно у нас стоит тест-система, с той стороны у нас обязательно респираторная терапия, обязательно мы первым начинаем с Т-системой, но это та палата, еще женщина не поступила. Если женщина поступает, мы сразу все подключаем, все уже приготовим, и все проверим, мы уже будем готовы к рождению ребенка. А так у нас 24/7 уже теплый кювет стоит, и аппараты уже как бы все рядом, чтобы мы не искали, не бегали. А вот это третий, последний рисунок, если вы видите, это вход в оперблок. Я же говорила, потому что у нас родблок с той стороны, оперблок с этой стороны, как бы здания. Из-за этого, чтобы мы не бегали, у нас в подключена электросети, и постоянно она там и стоит. Когда у нас поступает женщина с отслойкой или с этим, мы уже берем этот теплый кювет и идем в операционную или в родблок. Вывод. Почему мы это организовали, чтобы до 32 недель стабилизируется в родблоке, в оперблоке. Там происходит что? Респираторная терапия, сурфактан-заместительная терапия, установление периферического венозного катетера, введение кофеина цитрата, анализы на бакпосев, рентгенография грудной клетки, и в конце у нас берется КШФ. Иногда по показаниям у нас измеряется артериальное давление. Вывод это то, что мы должны стабилизировать там, где родился ребенок, на месте. Практически все исследования и начальные шаги лечения, респираторной поддержки и других по другим параметрам начинается у нас во время стабилизации, так как после транспортировки в ОРТН лишний раз новорожденный не трогает. После стабилизации по мониторингу жизненно важные показатели определяются дальнейшей тактикой лечения. У нас бывает, например, 34 недели ребенок рождается, он стабилизируется, там получит свою респираторную поддержку, сурфактан-заместительную терапию, там ему сделает кофеин, цитрат, и мы смотрим состояние в течение 2 часов. И если после 2 часов у него все жизненные показатели мониторинга, если в норме, например, кислород снизился, сатурация хорошая, потребность кислорода нету, КШС компенсированный, легкие по рентгену, они хорошие, как бы, типичный РДС может быть. Такие детей, например, от 32 недель и выше мы отправляем в отделение высокозависимых, там есть у нас ПИК-палата, в дальнейшем я вам про это расскажу. Мы отправим туда.
Стабилизация у нас очень много роль играет в решениях распределения детей. Потому что если мы всех, которые попали на респираторную поддержку, всех переводить в отделение реанимации интенсивной терапии, у нас будет скученность. Скученность плюс будет другие еще проблемы. В дальнейшем я вам сейчас буду рассказывать. Мы делаем стабилизацию до 2 часов, чтобы ну, если до 32 недель маленькие дети, мы их уже автоматом после стабилизации через час мы уже забираем эти детей в реанимацию. Ну, в дальнейшем еще 2-3 часа их держать нет смысла, если ребенок стабильный. А больших детей мы в основном ждем до 2, иногда бывает до 3 часов. Бывает 37 недель дети попадают в респираторную поддержку, сперва попадает там на 40%, потом постепенно там стабилизируется, может снизиться до 30. Этого ребенка мы спокойно отправляем в отделение высокозависимое, потому что, чтобы не разгружать реанимацию и чтобы этих больших детей, как бы их надо просто респираторной поддержкой вылечить, в дальнейшем постоянно мониторинге, все, как бы с ними проблем меньше. Дальше транспортировка новорожденных. У нас, например, новорожденную после рождения оказывает помощь в кювезе. Сразу после рождения ребенок у нас попадает в кювез, в теплый свой готовый, заранее готовленный кювез. На том же кювезе этот ребенок получает стабилизацию, на этом же кювезе ребенок транспортируется, в дальнейшем переводится в уретен. Новорожденный с одного кювеза на другой не перекладывается у нас. Что мы заметили с этим? У нас идет снижение внутрижелудочных кровоизлияний, уменьшение, ухудшение состояния после транспортировки, потому что мы замечали, когда мы маловесных детей перекладываем с одного кювеза на другой, у нас может быть много осложнений, ухудшений состояния, и мы можем заработать себе лишний ВЖК. В этом году, к сожалению, по показателям у нас нет данных по ВЖК, но недавно мы вспомнили, что мы очень редко встречаем детей из ВЖК в нашем центре, и мы планируем с 2025 года регистрировать и каждый случающий ВЖК и смотреть динамику, потому что если мы не будем регистрировать, мы не сможем посмотреть свои динамики, посмотреть, настолько она повлияла на состояние ребенка, что ВЖК в динамике растет или снижается, мы можем посмотреть по этому. Ну, конечно, не обязательно, чтобы ВЖК было единственное, это транспортировка, есть и другие причины, но один из причин тоже устранить ВЖК, думаем мы, тоже транспортировка новорожденного. Следующее у нас было до этого, мы же говорили, что у нас, если вы помните, стабилизация была. После этого, сейчас я открою. Меняешь, так что? Регионализацию я рассказала, палату стабилизацию вам рассказала, транспортировка новорожденных рассказала. Теперь реконструкция отделения. Реконструкция отделения мы по последнему приказу Министерства здравоохранения у нас есть стандарт свой от 23 года, 31 марта. Там прям конкретно разделено каждый, вы знаете, но Уважаемые коллеги, прошу прощения. Докладчик отключился, сейчас Айжан Искарна подключится снова.
Я извиняюсь, что-то у меня с интернетом плохо. Какие-то ветка. Все. Я извиняюсь, чуть из-за интернета. Айжан Аскаровна, вас не слышно? Меня слышно, да? Теперь слышно. Что-то у меня с интернетом здесь плохо. Вот мы поделили по стандарту неонатального Айжан блока на Аскаровна, условно. ваша презентация не Ау. подключилась. Ваша презентация не подключилась. Сейчас. Теперь видно? Да. Все. И мы по стандарту неонатальный блок мы разделили условно на 3 отделения. Первое – это отделение реанимации. Туда все дети на ИВЛ, на высокочастотки, СИПАП, выше 40 кислорода, полное парентеральным питанием, врожденные пороки сердца и врожденные пороки развития. Все дети попадают, эти дети, в реанимацию. Отделение высокозависимый плюс ПИТ у нас дополнительно. Высокозависимый у нас одна палата, ПИТ еще одна, 2 палаты туда входит. Туда. У нас стабильные дети на респираторной поддержке СИПАП, кислород ниже 30. Сюда приходят в основном с мамами дети. И ПИТ новорожденные дети выше 32 недель на респираторной поддержке СИПАП, ФИО-2 ниже 40. Все эти дети, большие дети у нас уходят в высокозависимое отделение, чтобы не разгружать реанимацию. У нас есть еще третье отделение, это ОПН плюс палата наблюдения и плюс неонатальная хирургия, 2 койки. Это все реконструкции нашего отделения. Вот эта структура нашего отделения. У нас 22 коек, 2 койки у нас хирургические, 8 коек высокозависимые и 12 коек у нас реанимация. Реанимация вот. Реанимация у нас было 4 палаты до этого, и мы сократили до 3. Почему? Потому что у нас в реанимации детей очень меньше стало по сравнению с предыдущими месяцами, потому что мы проработали эту схему. Почему? Потому что у нас в реанимации точки не совпадает по стандартам. По площади нашей реанимационной палаты не соответствует. Из-за этого что мы сделаем? Мы работаем так активно над уменьшением длительности койки дней у новорожденных. Максимально мы стараемся сократить койки дней. Как это? С рождения мы уже энтеральное питание. Начинаем всех детей, стараемся быстрее кормить. Быстрее отходим от полного парентерального питания. Вовремя отменить антибактериальную терапию, вовремя отходить от инотропной терапии. Если эти дети, я понимаю, бывает, что дети тяжелые следуют, но бывает периодически, что наши врачи, я тоже через это проходила, что мы периодически переходим на свои страхи, и мы лечим свои страхи. Нам кажется, всегда мы что-то упускаем, и мы лечим свои страхи, назначаем антибиотики, назначаем инотропную терапию, и потом все, уже начинается у нас койка дней увеличивается, ребенок лежит, но то, что у нас ребенок лежит в дальнейшем, нам никто не говорит, что дети не должны поступать, будет поступать, дети будут собираться в реанимации, скученность и А все это по нашим площадям не соответствует. Из-за этого мы активно начали с Гульмирой Айтбаевной работать над этим, чтобы сократить максимально койко дней у новорожденных детей в реанимации.
И у нас сейчас в данный момент стабильно у нас в среднем 6-8 детей, включая хирургических детей. Только в реанимации, я здесь про реанимацию говорю. Это те дети, которые на ИВЛ, на высокочастотке, дети на СИПАПе выше 40%, если требуют, полным парентеральным питанием, если с пороками сердца и пороки развития. Все, остальные дети у нас уходят на высокозависимые. Вот у нас вторая отделение, это отделение высокозависимые и плюс педпалата. Здесь у нас самый главный и более тяжелое отделение по нагрузке. Высокозависимый очень большой поток детей. Переведенные с реанимации дети на респираторной терапии с мамами вместе 24/7. Высокозависимый у нас лежит, мы обязательно маму забираем, мама лежит, рядом обязательно ребенок на респираторной терапии. Но там только энтеральное питание получает ребенок, у ребенка парентеральных питаний нету, и только он на респираторной поддержке. У нас дополнительно есть ПИД. В ПИД-палате у нас приходит большой поток детей с гестационным возрастом более 32 недель. Дети на респираторной поддержке. Из них 95-98% снимается с аппарата и переводится в ОПН в течение 72 часов. Эти дети, которые большие, были в палате стабилизации, стабилизировали, свой сурфактант получили, например, 33-34 недели дети получают, потом они только на респираторной поддержке переходят в ПИД, там они только кормятся и на респираторной поддержке, и все. Эти дети быстрее выходят до 72 часов. Реанимация возвращается только из них 2-5%. В отличие от Оритен, здесь мало инвазивных процедур, только энтеральное питание, респираторная терапия и антибактериальная терапия только по показаниям. ОПН плюс палата наблюдения. ОПН у нас в ОПН поступают дети с Оритен, с высокозависимые, с родблока, оперблока и с физиологии. В палате наблюдения у нас, вот мы на фото показали, в палате наблюдения у нас наблюдаются поступившие дети с гипогликемией, там бывает желтуха с критическим билирубином, дети без мам, там B20. Эти дети у нас лежат в палате наблюдения. И кислородозависимые новорожденные. Вот это все, которое я вам рассказала, это наша структура. В данный момент мы так и работаем. Наши все неонатологи к этому переобучались. Это мы с Гульмирой Пайной придумали, чтобы сократить койко-дней в реанимации детей, сократить койко-дней, плюс скученность, чтобы не было. И мы распределили каждый, кто в какое отделение чем занимается. И плюс у нас неонатальная хирургия. У нас есть 2 койки, тут есть у нас оперблок, где оперируется, напротив него у нас стоит вот отделение интенсивной терапии. Здесь именно послеоперационные хирургические дети, и эти дети входят в наш реанимационный список, и их смотрят врачи-неонатологи реанимации. У нас структуры в отделении в настоящее время выделена вот одна операционная палата, там и оперируется все. Вот то, что рядом лежит у нас в данный момент, есть у нас один хирургический ребенок, это ему уже 60-е сутки, уже у него прошли 3-я операция, у него была ВПР ЖКТ, высокая кишечная непроходимость. Все. Структура оперативных детей по нозологии у нас абсолютно. До сегодняшнего числа у нас за 11 месяцев у нас прошло 44 операции. Вот я по абсолютным числам вам показала. Ну, в основном у нас побольше процентов родились атрезия пищевода, 10 детей, атрезия стеноз кишки 8 детей, диафрагмальная грыжа 5. У нас была 1 гастроашидис, слава богу, выжил у нас. У нас амфалоцелия и киста печени тоже ребенок выжил. Но в данный момент у нас самый проблематичный ребенок – это дети, которые с некротическим энтероколитом, выживаемость еще процентов низкая. Но мы над этим работаем. Но из всех 44 детей у нас из них умерших 7 детей. Остальные все выжившие, выписанные дети. Теперь распределение штатов у нас в Оритен. Распределение. Я определила так, чтобы до-после. Что мы изменили за это время? До этого у нас палатные медсестры занимались всеми, делали все. Они
занимались уходом, они занимались инвазивными процедурами, они занимались установкой ЦБК, периферического катетера, они подключали все парентеральные питания. Ну, одна медсестра, которая смотрит за одним или двум ребенком, она все этими процедурами плюс уходом вместе этим, одна медсестра занималась. Это у нас всегда было соотношение 1 к 1 и 1 к 2. Это было до. После мы из-за того, что, чтобы разрулить все это, мы палатных медсестер выделили из процедурных. Палатные медсестер у нас сейчас занимаются только по уходу. Они зависят от количества детей. Максимально стараемся сделать соотношение 1 к 1, 1 к 2. Они занимаются только уходу. Больше ничем не знаю. Они инвазивными процедурами не занимаются у нас. Потом, после этого, одна процедурная медсестра была в процедурном кабинете до. Потом мы перераспределили, мы сделали еще один штат, вытащили 2 процедурных медсестер. Одна она сидела до этого в процедурном кабинете. У нас уже 3-й месяц у нас открылся отделение госпитальной фармации, сейчас она там сидит. Вторая медсестра у нас в палате занимается инвазивными процедурами. Она устанавливает центральный венозный катетер, устанавливает периферический катетер, берет все анализы, в которые с отделения госпитальной фармации приходят, все параметры подключает эта медсестра. Как бы ей только помогает медсестра по уходу, а с остальными всеми инвазивными процедурами занимается вторая процедурная медсестра. И до у нас не было аппаратчика, и мы выделили штат аппаратчика, медбрат-респиратор. Он занимается только установлением аппаратов, собирает контур, регулирует время контуров, когда надо менять, обновляет. Палату стабилизации, когда ребенок, мы идем на роды, готовит туда аппарат, собирает контур. Все этим занимается у нас именно штат аппаратчик. Штата ВУВЗ. У нас до этого палатной медсестры высокозависимой не было. Ну, до этого не было. Мы с Гульмирой Павловной решили вытащить это отделение по стандарту. Сейчас палатная медсестра там зависит от количества соотношения 1 к 3, 1 к 4. Это что? Это высокозависимые, где с мамами лежат 1 к 4 одна медсестра, а где в палате поступивших свежие дети, большие от 33 недель и выше, туда смотрит 1 к 3. До этого у нас не было молочной комнаты, мы открыли молочную комнату, там есть одна медсестра, которая готовит на весь неонатальный блок, к ней приходит каждый день утром списки детей, которые получают молочную смесь. Они все записываются у нас в историях, у нас есть по грудному вскармливанию главный, ну, как называется, техник, и вместе с ней постоянно консилиум устраивается, и мы решаем, какому ребенку какая молочная смесь, они по списку идет, по назначению, и этот медсестра по назначению своевременно разводит молочную смесь и как курьер их распределяет по отделениям. Еще у нас здесь отдельно процедурные, к ним у них нету, приходит только с реанимацией, потому что до этого я говорила, в высокозависимом отделении у нас особо инвазивной процедурами не занимается, в основном здесь центральное питание. Если вдруг нуждается, что нужно поставить периферический катетер и надо капать, сюда приходит на помощь процедурные с реанимацией. Реконструкция штата ВПН, это как у нас палатные медсестры, у нас 4 поста, это было до, она так и осталась, и у них до 15 детей они смотрят, и процедурная медсестра берет анализы, подключает инфузионную терапию по показаниям, она так и осталась. Мы как бы реконструкцию штата по ОПН не изменили. Теперь у нас следующий этап, который мы изменили, инфекционный контроль к чему? Мы взяли в руки постоянный контроль мытья и обработки рук. Постоянно. Потому что без этого мы понимали, что не будет никакого эффекта, мы не сможем контролировать дальнейшую внутрибольничную инфекцию. Ежедневный обход. Мы заставляли, чтобы эпидемиолог и старшая медсестра обязательно ежедневно был обход с утра. И, конечно, это жестко. Мы установили видеокамеры,
везде, во всех палатах, где руки моют, везде. Поэтому мы уже периодически наблюдаем. Когда уже установили видеокамеру, уже начался жесткий контроль, и периодически мы бывали, что видели нарушения, но над этим постоянно работаем. Инфекционный контроль лучше стал через выведение штата процедурной медсестры. Обязательно мы как вывели, мы не знаем, какой из них, из этих мер у нас сработала, но мы параллельно начали улучшать все эти качества. Палатные медсестры занимаются только уходом. Ранее палатные медсестры занимались уходом, инвазивные сейчас нет. Мы их разделили. Я не знаю, это сработало или нет. Раннее удаление центрально-венозного катетера и периферического. У нас ежедневно идет обход утром и вечером. Во время обхода мы обязательно с утра решаем быстрее убрать удаление центрально-венозного катетера и периферического. Если ребенок не нуждается, если ребенок энтеральное кормление уже активно идет, парентеральное питание мы отходим, все, мы думаем, что мы должны отходить от центрально-венозного катетера. Просто должны. Мы их убираем. Периферический венозный катетер мы убираем. У нас дети просто на респираторной поддержке, просто кормятся и может в дальнейшем готовиться на перевод в высокозависимое отделение. Санэпидрежим. Это у нас фото, мы распределили, это у нас комната, рабочая комната, где у нас идет обработка критических и некритических ИМН. Санэпидрежим. Что мы провели зонирование согласно 96-му приказу по точности технологического процесса, деление грязных зон от чистого, соблюдение цикличности, стандарт процедурного кабинета, молочная комната. Все ошибки мы постепенно начали устранять. Устраняли, работали. Конечно, еще до сих пор у нас есть, мы постоянно под контролем все это держим. Проводится ежемесячный производственный бактериологический самоконтроль. Для чего? Мы постоянно это берем, чтобы определяем своих врагов. Мы должны посмотреть, что у нас есть, с чем мы имеем дело и с чем мы должны бороться. Мы обязательно это делаем. Бактериологический самоконтроль, это обязательно у нас идет работа с эпидемиологом. И в каждом самоконтроле мы уже выделяем, кто руки моет, кто нет, кто как. По этим мы уже выделяем, что, с чем, как надо работать. И постоянная связь с бактериологической лабораторией. Вот. До этого я говорила о отделении госпитальной фармации. Почему-то я туда дальше не говорю. Это все из-за того, что раньше у нас процедурный кабинет был отдельный. Уже 3-й месяц мы открыли это отделение. Оно целое, одно отделение. Там у нас все парентеральное питание там делается. Вот один. То, что здесь у нас есть склад, где все наши нужные имены, которые должны использовать имены для парентерального питания. Все хранится здесь, все препараты у нас хранятся именно в этой отделении. Это внутри отделения, где у нас делается полное парентеральное питание. У нас есть аппарат 4-канальный. Вот здесь с правой стороны, по краю, это все препараты, которые там есть, в наличии. И вот в середине, посмотрите, у нас там стоит вот как она, забыла, как называется, отпечатка. Вот как у нас все собирает. Вот, например, у нас нужен какой-то инотропный препарат или антибиотики. Оно набирается, вот этот распечатывается, закрывается в стерильном виде и через курьер передается в отделение. И следующее у нас жесткий контроль мы над антибактериальной терапией. Жесткий контроль. Я что-то нашла только ноябрьские, предыдущие мы где-то собирали. У нас был переезд патологии новорожденных, где-то она где-то лежит, я не смогла найти. У нас они все собираются с января месяца. У нас в ординаторске специально мы создали такой, как называется, схема графика. Мы здесь определяем, сколько у нас сегодня по числам, сколько детей, по нему сколько у нас антибиотиков, сколько цефалоспорина и из какого резерва. Если мы видим, что у нас вот меропенем, ванкомицин, у нас это красный, специально мы его делали. Если красный флажок у нас
появляется или она повышается, мы уже начинаем думать, почему у нас она повысилась. Поэтому график мы смотрим, выводится, вот по ноябрь месяц, вы, если посмотрите, в начале ноября у нас не было Миранем. В какой-то момент она у нас появилась, потом обратно мы от этого ушли, потом появились, ушли, вот так они. Когда у нас она уже появляется, мы уже начинаем работать. Почему она у нас здесь появилась? Надо самоконтроль, санэпидрежим, инфекционный контроль, значит, у нас отошло в сторону. И мы начинаем на это обращать внимание. Уже в последующий данный момент у нас у одного ребенка, да? Декабрьский у нас там сейчас висит в ординаторской. Теперь у нас, мы посмотрели после того антибиотики, вот как мы взяли антибактериальную терапию на контроль. Вот я сейчас вспоминаю, мы вот когда улучшение идет, мы не замечаем. Мы не замечаем, забываем все такие моменты, где мы перешли на улучшение. И через какое-то время, вот я вот чай пью, кушаю, я начинаю думать, вот у нас что-то в последнее время, вот у нас этого уже нету. И когда мы взяли на контроль антибактериальной терапии, мы ушли от внутрибольничной инфекции. Ушли от внутрибольничной. У нас бывают посевы, вот я по посеву не успела вам вытащить сюда. Конечно, я хотела вам показать прошлогодний и этот год. У нас максимум месяц, если по реанимации у нас проходит от 35 до 45 детей. По-разному, иногда 38, иногда 42. Из 45 детей у нас посев положительный. С первого раза идет 1-2, и то грамм положительных. Повторно у нас тоже идет 1-2. 3-4 у нас уже давно не было. И последний раз грамм отрицательных мы видели в нашем отделении в апреле месяце ацинобактер грамм отрицательный. С этого момента у нас только грамм положительные высеваются. У нас свой бактериологическая лаборатория есть, у нас мы постоянно на связи. Ну, конечно, самоконтроль у нас периодически выходит поверхностных, но у ребенка как бы таких глобальных внутрибольничных инфекций у нас пока не высевается с апреля месяца, именно грамм отрицательных. Грамм положительных у нас эпидермис и гемолитикус, ну, в месяц 1-2 выходит. И, конечно, мы уже начинаем над этим работать. Теперь расход антибиотиков. И поэтому мы посмотрели 23-24 год. У нас все по антибиотикам я вытащила. Наверное, вам поэтому здесь не видно. Но я сейчас вот 23 год, это 24 год. И если по 23 году посмотрите, везде у нас идет расход антибиотиков. В 24 году периодически у нас уже уменьшается. И я вытащила по диаграмме. Первый это темно-оранжевый, это 23 год, светло-оранжевый, это 24 год. Посмотрите, у нас ампицилин, бензопенициллин я взяла в одну группу, потому что не вместилась в прошлом году, хотя у нас по рождаемости не изменилось. И в этом году за 11 месяцев у нас 8300 с чем-то родов, если я не путаю. Ну, выше 8000 родов. Ампицилин, бензилпенициллин у нас вот в прошлом году было 2900, в этом году 1170. Гентамицин в прошлом году было 700, в этом году 460. У нас как бы особых изменений не было с амикоцином и цефалоспоринами. Почему? Потому что в этом году у нас открылся хирургическое отделение, у нас есть хирургические дети, и все хирургические дети мы не можем на базовых антибактериальной терапии вытащить, потому что нам в основном из них 90% уходили на второй ряд амикоцин с цефалоспоринами. Ну, там цефалоспорины по чувствительности мы выбирали. И, конечно, самый этот у нас Мирапенем. Мирапенем в прошлом году за 23 год было 561, в этом году было 146. У нас постепенно, вот 24 год, если вы посмотрите, Мирапенем
первые месяцы в начале года у нас очень большой был затрат, потому что еще мы не отходили с антибиотиков. У нас началась только активная работа, у нас вот январь, вот у нас 30, февраль 20, и постепенно в динамике уйдет уменьшение. И ванкомицин, вот в 23 году у нас ванкомицин было 378 флаконов, это означает, что в день по одному флакону открывают. В этом году мы ванкомицин забыли с июня месяца мы забыли, что такое ванкомицин, потому что мы максимально отошли от этого препарата. Конечно, нам хотелось бы от миропенема тоже так, но особо на ванкомицин мы не переходили. Вот в 23 году у нас был 378 расход, в этом году у нас 95. Теперь у нас последний, у нас расчет, закуп аппарата для смешивания парентерального питания и закуп ИМНов. Сейчас я вам расскажу насчет ИМН в соотношении с препаратами. Вот у нас, это у нас делается, раньше делала в процедурном кабинете, сейчас она у нас находится в отделении госпитальной фармации, у нас все умеет, и у нас у детей вот стоит в красных мешках. Теперь расчет соотношений ИМН с препаратами. Я открыла, с Гульмирой Павловной мы открыли расходов за 23 год. И мы посмотрели, сколько было затрат за ИМН, сколько было затрат по препаратам. И мы посмотрели, у нас идет расход на ИМН меньше, а на препаратов больше. И я сидела, думала, как можно все это подыграть. Я не знаю, насколько это правильно или неправильно, но я думая, решила, может, мы в этом году закупимся максимально именным, и мы защитимся. И, конечно, когда мы защиту поставим, у нас будет внутрибольничной инфекции меньше. И у нас, если внутрибольничной инфекции меньше, конечно, койка дней сокращается уже, расходов меньшается в ребенку, и как бы без многих осложнений. И мы в этом году максимально потратили деньги на расход ИМНов, посмотрите, вот, как бы и препаратов. Почему ИМН в прошлом году 162 миллиона, в этом году 122? Потому что в прошлом году проходящих детей через реанимацию было много, а в этом году меньше. Почему? Потому что мы высокозависимое отделение отделили, они ушли в высокозависимый уход, и там максимально идет энтеральное питание и респираторная терапия. Там бы как бы особых ИМНов не тратится, потому что инвазивных процедур было меньше. И, конечно, по соотношению к этому в этом году 120 миллионов по абсолютным числам, конечно, меньше затрат, но если по детям мы распределяем, у нас идет побольше затратов. И из-за того, что мы ИМН уменьшили, и мы увидели, что у нас затратов меньше стало на препаратах. Препаратов мы посмотрим по динамике, по месяцам. Конечно, первый один квартал у нас было очень много затрат, потому что еще таких распределено, но постепенно уже второй квартал у нас меньше, третий квартал еще меньше, и худая холоса мы за этот год, наверное, этот год у нас в Гульмира Павловна была огромная работа, очень колоссальная работа. Мы 24/7 работали, со всех сторон начали смотреть, улучшать, как бы организовать все своевременно, и какой из них меры нам повлияло, но мы уже видим улучшение. Конечно, по смертности еще до 1000 грамм детей выживаем, еще у нас прям не лучше. Мы над этим работаем. Надеемся, за 25 год мы проработаем эти моменты, и у нас за 25 год будет еще лучше. Сейчас в данный момент у нас за 11 месяцев 27 умерших, из них 7 у нас хирургические дети, 20 детей у нас общие, наши дети свои. Вот.
И последний у нас Эхо КГ 24/7. В этом году мы активно внедрили это и подбор инотропной терапии. Конечно, мы еще активно, как глобально, не все врачи владеют этим. И мы закупили все инотропные препараты, которые я здесь написала: допутамин, допамин, норадреналин, адреналин, милронин. Все эти препараты у нас есть, всех этих нам главный врач закупила, и мы в любой момент, любой инотропный препарат наши врачи после ЭКГ смотрят, подбирают и вовремя может использовать эти препараты. И, конечно, самый последний у нас, я хочу вот показать, у нас плохо, что у нас фоток нету. Ну, вот я увидела сегодня, поняла, что у нас фоток нету. Вот. Последний по организации мероприятий можете посмотреть. Обучение кадров. Разбор у нас протокол. Мы с врачами каждый раз мы обсуждали протокол. В протоколе как, что мы должны делать, как описывать, история болезни. Мы исправили много чего в историях болезни. Вот рядом со мной сидят мои резиденты, они не даст мне соврать, мы постоянно над этим работаем. И, конечно, обучение средних медперсонала по уходу за новорожденными. От этого много зависит. Первый раз, когда мы с Гульмирой Павловной начали это делать, мы видели, что в основном средний персонал особо по уходу за новорожденным страдает. И мы с этого года каждый четверг мы с ней по очереди читали лекции. Лекции обязательно брали со всех сторон материалы, и мы обучали их. И приходили в отделение, показывали, как надо, начиная с гнездышка до всех разобрали все сопы. И до сих пор, конечно, мы это продолжаем делать. Все то, что мы в этом году сделали вместе с Гульмирой Павловной, все то, что я вот вам прочитала сегодня. Спасибо за внимание. Спасибо Есть большое, вопросы у вас? Ажана Скарна, спасибо большое за интересный доклад, очень полезно. Я думаю, он был полезным для нас всех, я думаю, что наши неонатологи взяли для себя что-нибудь полезное из этого, что можем в будущем внедрить в практику. Дорогие коллеги, вопросы. В чате я Сейчас, видела вопрос. подождите, я хотела еще вам показать. В этом году мы организовали огромный праздник. Если у вас есть время, можете посмотреть. Праздник в этом году глобальный, такой масштабный был праздник на День недоношенных детей. Я хотела вам показать наше видео. Можно? Да, конечно.
Видео без песни делаю. А? Жоқ, видео без песни делаю. Все, шығайын. Айжан Аскаровна, спасибо за Да-да-да. видео. Получается, в чате есть вопросы, пожелания, благодарности. Может быть, вы прочитаете, потому что вам Все, я адресовали. открываю. Где? В чате. Вот. Я читаю. Добрый день, Владимир Ильич. Нет, у нас детей меньше не стало, конечно, из-за того, что нас поделили на 3, но плюс мы больших детей вытащили на отделение высокозависимой. Если мы тоже их будем брать, у нас, конечно, сейчас в данный момент у нас 8 детей лежат в реанимации, из них 1 хирургический, и высокозависимый у нас сейчас лежит на СИПАПе 6 детей. Если их тоже мы взяли бы в реанимацию, и, конечно, было бы по списку детей больше. Мы просто так распределили, организовали, чтобы меньше была нагрузки в реанимацию, чтобы в реанимации врачи и медсестры работали истинными тяжелыми детьми. А те, которые кислородозависимые, зависимые на аппарат, они в высокозависимом отделении спокойно лежат возле мамы, кушает и растет. Какие причины, что дети получают смесь? Да-да-да. Айжан Аскаровна, көп рахмет баяндама үшін. Тамаша нәтижелер, тамаша жұмыс жүргізілген. Менің ойымша енді көбісіне болды бұл ақпарат өте пайдалы. Тамара Курмангалиевна, бір-екі сөз айтып жіберсін. Айжан Аскаровна. Айжан Аскаровна, здравствуйте. Мне было Здравствуйте. очень приятно слушать вашу презентацию. Насколько Спасибо. разумно, вы очень спокойно говорили. А самое главное, какие результаты вы получили по вашей деятельности, что вы сократили употребление антибактериальных препаратов, МН, и на этом фоне вы сократили, снизили ваши показатели основные, правда же? То есть потери Да. детей. Это просто Да. замечательно.